Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня в нашей передаче мы будем говорить о термических ожогах у детей. Ведь можно привести множество примеров, когда в быту случаются термические ожоги. И чаще всего они происходят по недосмотру родителей. Статистика говорит о том, что почти в половине случаев ожоги происходят у детей до 3-летнего возраста. Причем от 2 до 4% случаев заканчиваются летальным исходом, а в 35% случаев дети остаются инвалидами. Появление ожогового поражения у ребенка обусловлено соприкосновением с горячей водой, паром, открытым пламенем, расплавленным жиром, раскаленными изделиями из металла. Маленькие дети обычно получают ожоговую травму из-за обваривания горячими жидкостями. Происходят термические ожоги, как правило, дома и в большинстве своем предотвратимые. Часто встречаемая ситуация – это ожог кипятком у ребенка. Температуры кипятка вполне достаточно для возникновения глубоких ожогов. Учитывая текучие свойства воды, очевидно, что, попадая на кожу, она занимает максимально доступную площадь. Этими фактами обусловливаются большие площади ожогов у маленьких детей, которые могут стать фатальными. Ожог утюгом или ожог при контакте с другими электронагревающими приборами, плитами, печами, обогревателями – также нередкая ситуация. В большинстве случаев ребенок успевает рефлекторно отдернуть руку или ногу от нагревательного прибора. Но высокая температура источника тепла может привести к мгновенному возникновению глубокого поражения мягких тканей. Ожог от утюга или другого горячего прибора, который упал на ребенка, часто становится очень тяжелым, поскольку невозможно сразу прекратить контакт с источником высокой температуры. Симптомы местных повреждений при термическом ожоге зависят от степени поражения мягких тканей. При первой степени отмечается покраснение и отек кожи в месте контакта с источником повышенной температуры. На ощупь кожа более горячая, чем окружающие участки, напряжена и болезненна. Ожог второй степени у ребенка проявляется покраснением кожи с волдырями разных размеров. Боль при второй степени термического поражения носит выраженный характер и часто связана с ощущением напряжения жидкости в полости волдырей. Третья степень характеризуется некрозом мягких тканей, не выходящим по глубине за пределы толщины кожи. Вокруг некроза формируется отек и гиперемия кожного покрова, которая проявляется болезненностью и другими воспалительными признаками. При четвертой степени наблюдается повреждение мягких тканей вплоть до обугливания, достигающего мышц и костей. Довольно часто обширные ожоги тела сочетают в себе участки термического повреждения, различные по глубине. Помимо степени тяжести, для прогноза клинического течения и общего состояния врачи используют определение площади ожога. Чем больше площадь ожога, тем более серьезен прогноз. Термические ожоги у детей несут ряд опасностей, связанных как с тяжестью течения, так и с осложнениями, особенно вероятными при неправильном оказании помощи. Это развитие шока при большой площади поражения тела даже при первой и второй степени ожога. Развитие инфицирования мягких тканей вплоть до развития ожогового сепсиса. Необходимость в пересадке и пластике кожи при обширных кожных дефектах для того, чтобы рана смогла регенерировать. При ожоге третьей степени у ребенка даже после лечения формируется косметический дефект на месте повреждения. Он несет не только эстетический дискомфорт, но и может приводить к чувству стянутости кожи, боли и развитию келоидных рубцов. Обугливание конечностей при четвертой степени требует значительного иссечения мягких тканей до уровня здоровых, а также проведения ампутации конечностей. Очень часто опасность для жизни ребенка представляет не сам ожог, а развившаяся после получения травмы ожоговая болезнь, которая может привести к гибели ребенка. Ожоговая болезнь – это общая реакция организма на травму. Особенностью ожоговой болезни является то, что ухудшение состояния ребенка может наблюдаться даже через месяц от момента получения травмы, а также то, что ухудшение состояния может наблюдаться с одинаковой интенсивностью и при глубоких, и при поверхностных ожогах. Для того, чтобы узнать, умеют ли наши горожане оказывать первую помощь детям при термических ожогах, мы провели опрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какую первую помощь вы окажете в случае ожога у ребенка? Ожога? Пенкой набрызгаю. А еще как? Может, позвоните в скорую, вызовите Смотрю, врача. какой ожог. Как смотрите, какой ожог? Если уж совсем, то скорую вызову.
В первую очередь я промою ожоги под холодной проточной водой, а если сильные ожоги, то накрою там чистой пеленочкой или простынью и вызову скорую помощь. Первым делом нужно обязательно охладить место ожога, освободить от тканей, если есть ткани, приложить сухую повязку, чистую, марлевую, стерильную, и вызвать врача. Все. Ничем не обрабатывается ожог. Ну, посмотреть надо, какой ожог произошел. Если ожог не опухший, там, что волдырь не появился, тогда сразу под холодную воду, наверное, руку, если руку я положу. А если волдырь, то здесь я, конечно, затрудняюсь сказать, но, наверное, я не буду прикасаться к нему. Вот, но, скорее всего, наверное, скорую помощь вызову. Применю препарат специально при ожогах, пенообразующий. Ну, смотря какой ожог еще. Если будет сильный ожог, то вызову еще скорую помощь. В быту детей подстерегает множество опасностей, в том числе и вероятность получения ожога. Но как правильно оказать первую помощь при ожоге, мы узнаем прямо сейчас. Неправильно оказанная первая помощь родителями и дальнейшее самолечение приводит к инфицированию и длительному заживлению мест повреждения кожи в результате термического воздействия, а также к образованию уродующих рубцов. Хорошее самочувствие ребенка первые часы после термической травмы не является показательным в отношении дальнейшего прогноза лечения. К тому же это не повод для самолечения или экспериментов. Обращение к врачу и лечение ребенка под его наблюдением обязательно. Лечение ожогов у детей в домашних условиях допустимо только при первой или второй степени ожога и небольшой площади ожога, всего 1-2% от поверхности тела. Необходимо убрать с поверхности тела ребенка раскаленные предметы. Очень важно сразу же удалить горячую одежду с поверхности тела ребенка, а также одежду, которая находится рядом с местом повреждения, так как, если она прилипнет к месту повреждения, ребенку будет очень больно при ее удалении. Одежду лучше всего срезать, а не снимать, так как при снимании одежды можно дополнительно травмировать место повреждения. Даже после удаления раскаленного предмета с поверхности тела ребенка поражение тканей продолжается еще некоторое время, так как тепло сохраняется внутри тканей. Чтобы предупредить дальнейшее распространение процесса, необходимо обильно охладить место ожога проточной водой комнатной температуры. Охлаждение нужно проводить на протяжении 10-15 минут. Место ожога надо укрыть чистой, желательно стерильной повязкой. Пузыри и зоны некроза принудительно не вскрывать и не удалять. Для облегчения состояния ребенку можно дать детский препарат обезболивающего характера, строго соблюдая дозировку, указанную в инструкции. И не забудьте о том, что необходимо вызвать к ребенку скорую помощь. При оказании первой помощи при ожоге запрещается использовать охлажденную воду, лед и замороженные продукты, поскольку длительный контакт с ними может привести к развитию обморожения. Отдирать остатки ткани, впитавшиеся в кожу. Это может вызвать большее поражение кожного покрова. Наносить различные жиры, масла, молочные продукты. Это приведет только к размягчению кожи и формированию ее трещин или самостоятельному вскрытию пузырей, а также к созданию благоприятных условий для размножения болезнетворной микрофлоры и последующей инфекции. Также нельзя вскрывать и прокалывать пузыри, нельзя прикладывать к ожогу вату, пластырь и нельзя прикасаться руками к обожженным местам. Аптечные препараты для оказания первой помощи при ожоге можно использовать только при первой-второй степени ожога, четко соблюдая инструкцию к данному препарату и о профилактике термических ожогов у детей. Ибо ожог все-таки легче предупредить, чем в дальнейшем, после получения ожога ребенком, длительно восстанавливать его здоровье. Какой бы уютной ни была кухня, не позволяйте ребенку в ней играть. Объясните ребенку, что эта комната предназначена только для приготовления пищи. Не ставьте кастрюли на передние горелки. Во время приготовления пищи поворачивайте ручки сковородок и кастрюль к стене. Емкости с горячей жидкостью и едой ставьте только на середину стола, предварительно убрав табуретки и стулья, с помощью которых ребенок смог бы на него забраться. Прячьте от детей мелкую бытовую технику. Щипцы и плойки для волос, фены, увлажнители воздуха и даже электрогрелки.
Не носите на руках одновременно ребенка и горячее. Не пейте и не ешьте горячее с ребенком на руках. Не держите ребенка на руках во время приготовления пищи. Не разрешайте детям самостоятельно наливать кипяток. Не используйте на кухне скользящие скатерти, за край которых может потянуть ребенок. Не оставляйте ребенка одного там, где есть источник открытого огня: свеча, камин, газовая плита, костер, спички, свечи, зажигалки. Горячие и горючие жидкости храните вне досягаемости ребенка. Проверяйте температуру еды и напитков, которые вы даете детям. Не разрешайте детям самостоятельно пользоваться микроволновыми печами. Проверяйте температуру воды, в которой вы собираетесь дитя купать. Установите защитные ограждения вокруг печей, каминов, обогревателей, радиаторов отопления. В правильной последовательности открывайте водопроводные краны и учите этому ребенка. Сначала открыть кран с холодной водой, затем с горячей. Статистика показывает, что причинами тяжелых и обширных ожогов у детей младшего возраста, в частности детей до 2 лет, становится беспечность родителей. Уважаемые родители, помните, что здоровье ваших детей прежде всего в ваших руках. Наша передача подошла к концу. До свидания. Берегите себя и своих близких.